Ребята, всем доброе утро. Ай, какая же красота. Блин, вообще. Весна, ребят, капитальная. Сегодня 5 градусов тепла, чтобы вы понимали. Вообще чудесно. Проснулись, завтракаем. Там убираемся маленько. Вчера ребята погудели. Ух, у меня прям ноги болят, ребят. Я столько не танцевал уже, я не помню когда. Пацанов был, танцевал так. Танцевали мы классно, отдыхали. Вчера вообще натанцевались прям жестко. Круто время провели вообще. Мне так понравилось, вообще капец. Я прям, не знаю, ну прям кайфанули вот как нужно, знаете, вот вообще. Маленькое помещение, танцевали, обнимались, общались. Вообще четко, вот это нужно, ребята, делать. Вроде взрослые мужики, а ведемся как дети, короче, понял? Что-то типа такого. Ветерочек, конечно, у нас. Ну, даже солнышко, ребят, смотрите, проглядывается. Прикольно. Стоит у нас Тафалар 500 стандарт. Вчера заезжали на нем. За берег немножко подтаял. И сработок, ребята, сработок море. Пацаны ходили, Мишаня ходил на лед. С утра, говорит, проснулся раньше. Делать нечего, пошел. Много вымоток, много сработок. Короче, есть на что посмотреть, ребят. Сегодня четверг, рыбный день. Так что в четверг рыбный день должна рыба быть. По-любому. Вот. Ну а так что, пока время 8:30, наверное. Что как, кто, чем-то кто-то занимается. Живем, в принципе, в таких домиках, ребята. Видите, здесь вот домик раз, домик 2, домик 3, домик 4, там, ну, грубо говоря. Вот. Заезжаешь, живешь. Вот тут домиков много. И у нас получается вот Серега здесь с супругой. Мы там живем. Живем мы в 10-м. У нас первый этаж. И на втором этаже тоже есть 2 кровати. Прикольно, кстати, сделано. Очень мне нравится, как выполнено на втором этаже. И парни живут. Мишаня с братом живет в 12-м. Потому что у нас вот тут все рядом. Это такая баня огроменная. Я когда ездил к Паше, я был в этой бане. Баня реально крутая. Помывочная, большая база отдыха. Ну, в плане посиделок. Парилочная. Ну, короче, по уму все сделано. Вот. И при каждом, ребят, домике есть беседка своя. То бишь, вот это наша беседка. Плюс мангальная зона. И вот так у каждого домика есть своя беседка и база отдыха. Вот. Ну, как-то так, что. Как так и жили. Спали в розе, где-то дети были. Отлично. Отлично. Все, сейчас потихоньку раскачаемся. И попрем на лед. Позавтракали уже, все шикарно. Так, делюсь, ребята, с вами впечатлениями, в общем, что как. Все хорошо. Бау, бра. Ты с нами, братик мой. Ай, ты красавец. Такой красавец, ребята. Вчера он тут по базе ходит у всех, просит. Брат ты мой, брат, красавец. Тебе помыть, блин, керхером, что ли? Или на лед тебе забрать? Воняет. Ну, шерсть такая здоровая, конечно. Собака огромная. Я не знаю, сколько весит. Пятак у него, да, конечно, вообще. Балуха. Балу. Брат, мой брат. У меня все братья. Потому что собака такая огромная, блин. Я люблю всегда всех больших. Все, чтобы все было большое. Красавец вообще. Че, брат, тебе ничего не давали? Мишаня давал что-то? Нет? Сейчас поднесем тебе, там шашлык у нас еще оставшийся есть. Так что тебе нормально, брат, будешь кушать. Не смешно немножко, почему-то, я не знаю.
Огромный пес. Короче, Здоровый. его в самолете повезет. Да я его домой везу. В коме. Бедолага здесь живет. И грязный такой. Офигеть. Ну, все, в принципе, что? Полетели. Опа, оп, оп, оп. Такой у нас, конечно, немножко и беспорядок, но ничего. Пойдем сегодня приберемся. Все, собираемся, поехали. Одеваемся. Всем привет. Привет, привет. Что у тебя такое настроение, брат, плохое? А? Замечательно. Замечательно? Да. Ну, что ты смотришь на меня, как будто не замечательно тебе. Ты что кушаешь там? Макароны, что ли, кого-то? Да? Считает их. Сейчас уху сделаю, вот потом покушаем, потом поговорим. Что, нормально, тепло? Все хорошо? Здесь вообще Четко, да? комфорт. Дай Балу что-нибудь, какую-нибудь сосиску. Балу надо затащить на лед, чтобы пошел тоже. С нами погулял. Нормально, что? А тут получается что, диван у вас, да? Ну, Там, смотри, там. вот эту комнату. Там, еще комната, да? Да. А, вот. Ну, зайди сюда. У вас 2 комнаты получается, да? А, о, нифига себе. Тут по-любому Мишаня спит. Нет, я вот Там? Брат, а там, ну красавчик, нормально. Ну еще это, да? сам увидел. Вообще пойдет, да, классно. О, балуки. Пойду заманивать балу. Брат пойдет по-любому за мной, блин. Его надо как-то затащить, ребят, на лед. Хочу его немножко сполоснуть. А как его сполоснуть? Хрен знает. Шампунь, конечно, никакой не беру. Но его так бы чуть-чуть. Потому что у него здесь много грязи. Брат, пойдешь? Братик. Брат, ну пошли, не ленись. Пошли, брат. Бабу, пошли. Айда, айда со мной. Айда, айда. Пошли, брат. Ой, красавец. Пошли. Ау, бабу, пошли. Брат, ну сосиска-то она важна. Тяжело ему, он тяжелый очень. Пошли, пошли, брат. Да, сразу захотел, да? Пошли. Пойдем на лед, сначала выйдем. А потом поговорим, брат. Эх, блин, конечно, красавец кабан. Я поведу его на лед, пускай погуляет. Пойдем. Ага, захотел бы. Пошли, Бал. Бал, пойдем, брат. Так, полдороги прошел. Подожди, половину тебе дам уже. Оп. Пошли. Дальше будет вкуснее. Погнали? Сейчас посмотрим, обленится, нет? Ага, идет. Все, ребят, на лед идем. Балу, конечно, хочу, чтобы погулял. Только зараза за сосиской идет. Так не хочет вообще никак ходить. Команду не слушает. Испортили собаку, конечно. На базе все дают, а он-то ничего не делает. Морда. Идем дальше. Пошли. Холодный, блин. Да. Лосятина. Парняга наш. На лед не хочет, ребята, не хочет заходить. Он чувствует, что лед плохой, не пойдет. Не хочет, очень не хочет заходить. Сыровато. За берег уже подмыло. За берег уже подмыло.
Нифига себе. Давай. Братан, доставай, красиво делай. А, тушки. А он тут может где-то устал. Это пока ничего. Угу. Полная вымытка, да? Что было? Тройник ничего хотели. Ну да. Ну вот, как бы тройничок, да. Он, конечно, немножко по-другому. Че, нифига? Ё-моё, пустая получается. Ох, нифига себе. Подрала, смотри как. Ё-моё. Перся и выплюнул. Вообще жестко. Ну судак, смотри, хвост, все содрал. Да ладно, заряжаем, насаживаем. Вот так вот, ребятки, живца. Потрепал, ну зараза, нифига. Насаживаем, отпускаем. Ладно, идем дальше. Ну да. Тут что у нас? Леска есть, да? Ну, леска есть. Да там голяк тоже. Да с тройниками сейчас так и будет. Понятное дело. То бишь, даже, может, рыбу не повидим. Ну вот, он вытащил. О! Цель тянет. Оторвался. Оторвал? Не, прям пошел тяжело. Там что-то... Судака даешь, Миш? Жарлица. Все, да? Какая жерлица? Смотри. Близко ставишь, а леску его ставишь. Ну, конечно, близко это, Миш. Это близко очень. Оторвал? Оторвал? Оторвал. Ёпа мать. Фига себе. Не понял я нифига юмора. Эту леску оторвать тяжело, по идее. Развязалась, мне кажется. Сейчас застанем, походу. Узлы рекомендованы. Не, это именно на леске. Есть чувак? Пока нет. Даже груз не чувствую пока. Ну понятно же, здесь она. Раскидывай почаще, что ты, ну зачем так этот быстро? Нет. Нету? Да ё-моё, как так-то? Смотри. Ёпа мать. Миш, подожди. А? Есть? Ну здесь, да, есть. Блин, ну. Судак. Вот ваше. Да. Вот ваше все чудо здесь. Жерлиц ее. Пиздец. Нифига. Ты кого утащил-то? Поймал Фига. жерлицу, смотри. Это моя вроде жерлица, да? Из лунки. Как это утащился-то? Жерлица утащилась? Охренеть. Нет, это чужая. Это Толина старая. Нифига себе, а ты говоришь, смотри. А ты говорил, понял, что чудо есть какие-то ловили? Вон, жерлицу поймал. Трофей вам. Там по-любому еще судак сидит. Нет. Охренеть. Вот это у чужого. Вот. Еще и судак. Ну, чужие живут, таким видимо. Еще и жерлица. Жерлицу поймали, мужики. Плюс бизнес-компания. Черная катушка. Черная катушечка. Ну чашка-то вообще, смотри, братан, конечно она пролезет, блин. Жесть. Че, братан? Все утащило? Все поутащило, блин. Фига себе.
Да. Ну пойдем посмотрим, что на наших, ребятки. Пойдем я хоть потяну хоть один раз. Давай, давай, брат. Вчера оставил, молодец. Была брать полный. А вот стоит, там тоже. Сейчас посмотрим, что на наших, ребятки. Ну как, у нас же все равно есть соревнование какое-то небольшое. Утрищи, конечно, сегодня жесткое вообще. О, давай, брат. А ну снимай. Что тут у нас? На двойничках-то, а? Ничего. Вертикально. Что-то маленькое. Подожди, сейчас еще повернется. Есть. Есть, да? Судачок маленький. Так, ёк, макарек-то, а? А где большой-то хороший? А может и щучка маленькая. Щучка. А, нет, судак. Ну как маленький, нифига себе. Килошник. Не, ну не пятак, я просто знал. Килошник-то хороший же судак. Отлично. Да, У меня все работает. И там бросили. Где Ванька? А где это как? Все там, все в договоре. О. Татушечка. Поднатяни, да, брат. Хороший сударь, что? Килограммчик. Пойдет. А там еще есть уже? Да, есть еще. Угу. Да, слушай, смотри, да? Ребят, промоина вот уже можно по колену уйти. Даже двумя ногами можно уйти. Онка уже на 40. Так, что, идем дальше? Ты не снимаешь, снимаешь? Брат, не надо спрашивать, всегда она пишет. А что, пишешь? Ну, конечно. Опять же не вижу. Это поэтому и спросил. Блин. Ну, почти, понял. Не осилил. А живет, съест даже. Не вывез коляску. Ё-моё, блин, а. Живца я крупного здесь вроде не стал. Нифига себе, блин. Хороший был Офигеть. пятак. Вот где вот этот крайний пак стоит, тут я насрёшь судака брал. Да. Я ориентир подольник. Так, ладно, идем дальше. Толпой все ходят. Ой. Брат, Трёха. давай делай. Затяг стоит. А хотя нет, Туда кидай что-то. Отойди туда. пока нету. Наверное. Да должен же сидеть. Нету? Бросил тоже. Вот видишь, это тоже судак, блин. Да судак, это все судачьи поклевки. Офигеть. Пожалуй, тоже пожеванный. Ну да, колки вон. Бастует. Сейчас у Пашка, смотри, будут все реализованы, мне кажется. Ну Вот, ребята, ну вот, все. Много поклевок, много. Ну вот все такое. Два сударя небольших. Сейчас посмотрим у Пашка, что. Эти хитрую снасть, так скажем. Что у него будет? Ну, все попадало, конечно, у него. Вот эта железа, конечно, стоит вообще четко. Вот, а пластмасска вот эта вся летит. Что-то как-то ее хоть прикручиваю. Братан говорит, давай, говорит, саморезами говорит, закрутим. Ну что-то типа такого, блин, ну жалко, вот реально падает. Вертолет летит. Боевой нельзя снимать. Боевой? Да, боевой.
Повыматывал все ребята, но они, блин, все на льду. Все на льду. Все подоставало до крючка. Ну и нафиг такая работа нужна. Поклевка была. Поклевка была. Не лезет. Он сам это. Да ё-моё, да, смотри, что. Тоже весь в хлам уже, блин. Ё-моё, блин. Я говорю, сюда. Ну да, все. О, дырки у него. Там что, берем? Баловался. Да. На семеру. На семерочку, брат, да? Что нет? Ну, на тяжок стоит, даже не упал. Ну да, чисто за натягой держится, понял? Берем? Будет. Хорош. Хороший? Да. Я что сказал, на семеру. Полторашку точно тащу. Ой, небольшой. А что такое тут? О, грузик отвалился. Небольшой. Ну, ты говоришь, много. Вот, смотри, сколько? 15, даже 20, наверное, да, у тебя наматано? Да. 15. У меня У меня тоже 15. 12 мотают. Мы тоже. Отвалился грузик. Ну. Ванек, давай, ассистент. Подотягиваем, да, сейчас стану. Ага. Угу. Ну такой. Сегодня пожарим. Пожарим, да, сегодня. Еще одна, ребята, у нас еще одна. Зараза, метр, да, не домотал. Не осилил. Нету? Живца тащу. Да? Ой, плохо. Блин. Живой причем. Да. Ладно. Так, ну что, в принципе, все, да? На этом все. 3 сударя взяли. А еще там. Ну вот, ребятки. В общем, даже сегодня даже этот монтаж у Пашка не сработал. Ну, мы взяли 3 судака, конечно. Ну, блин, столько жирится, ребята. Я даже не знаю. Обидно маленько. Вот так вот. Так,
как бы. Ну ничего, с рыбой все равно, как ни крути. Уху. Ладно, что. Сегодня ухи надо сварить, потому что сегодня пацаны вечером домой уезжают. Мы еще остаемся, завтра домой уже. В то же время пролетело 5 дней. Просто так. Такие дела. Ладно, что. Серега у нас береговые ставят на щуку. Ну, у берега щука будет, ребята. Мелкие щуки, там море. Ну, неинтересно, судака охота, конечно. Щуку я у себя могу половить. Как так. А так, ну, судака, конечно, охота. Ну, что вот. Как есть, так и есть, ребят. По-другому никак. Как обычно, ветрено. Здесь всегда ветрено. Водоем большой. Снимаем сейчас. Жарится. Опять представляем. По старой схеме, ребят. Жилищники понимают. Карбюратор надо чистить. Серому. Переезжаем сейчас. А у берега попробуем поставить. Ну и получается пообедаем. Что я наловил? Зажеван. На визмотолку наловил столько. Чесал с него. Ага. Сейчас переберем живца, ребята. Да нет, тут бодряк-то по идее. Да? Да, хорошо. Нормально еще. Пашок, хватает еще, нормально. Я считаю, что поставиться нам хватит. Поставиться нам хватит. А, ну считайте. Ну все, что. Выставляется Серега. Мишаня ему жерлицы подогнал. Подарил 5 штучек. Пацаны. Вань подарил. А, Ванька подарил? Вань подарил по-братски. Пойдем, Мишань, поговорим как раз насчет жерлиц. Пойдем. В избушку, да? Беседку, в домик пойдем. Да, без разницы где-нибудь посидим. Давай посидим. Возьмем как раз жерлицу, ребята. И вот Мишаня сейчас расскажет нам, почем в Одессе убирают. Балвы нас подождал. На лед не пошел, нифига. Сейчас, брат, тебе там остатков много. Сейчас покормлю тебе, друг мой. Пошли, кабан, пойдем. Пошли, медведь. Тут хорошо ему на траве. Балдеет. Грязный, конечно, его помыть бы, блин. Как загнать на лед, его не знаю. Ладно. Даже помоемся сами, да, Бауха? Ты мужик, конечно, вообще капитальный. Красавчик. Вот такого бы кабана, ребята, с собой. Возить его, конечно, как тяжело. Он ходит что-то еле-еле. Давай, брат, пошли. Че ты стал? Капитальный красавчик, конечно. Так, ребят, ну что, всем привет. Рыбалочка Тверской области. Приехали к братульцу на день рождения. Ну и как минимум с рыбалкой. Как максимум с отдыхом. И тут так получилось, что у нас приехал к нам Мишаня. Это именно производитель жерлиц, который я рыбачу уже второй сезон. Который, ну, залетел в этом сезоне. Ну, мне очень понравились. Понятное дело, кто на канале новенький, может, кто-то не понимает, посмотрите ролики. А так хотелось именно вот обзор сделать с человека, который их делает. Это будет очень правильное понятие и как бы... В общем, ребят, беседка, обстановка, мы на рыбалке, и давайте начнем. Мишанька, привет. Всем привет. Брат, скажи сразу, знаешь, ты давно жерлицами занимаешься? Третий год. Третий год? Третий год, да? Третий год, да. А то бишь, не совсем так, ну, прям, ну не матерый ты жерличник. Не матерый жерличник.
матерый брательник. Больше он даже, да? Больше он, да. Он меня в эту тему заманил, в рыболовлю. Слушай, а что, как так получилось, что вот, ну, ты вот прям решил что-то так, ну, переделать? Мне кажется, наверное, тебе чуть-чуть слукавил по поводу 3, наверное, больше. Больше? Время-то летит, наверное, 5. Ну, 5 Я даже. уже, наверное, здесь 5 соврал. Ну, 5 уже. сезонов, это да, Да, нормально. начинал с ним. Проблема была в щучках в этих. Я такой педантизм люблю это, чтобы все чутенько было. И мы с ним щучек накупили, оборудовал их и на первый лед попал. Щучек ты имеешь в виду, это щукари, да, которые, да? Да, Вот такие вот эти. щучки, они Ага. легенькие. Вот. Начал на них ловить, там по берегу походил, мужики тоже подъехали, там у кого на них утеплитель наклеен, у кого что-то посмотрел. Ну, доработано, короче, Ну, да. первые разы, да, не знаю, говорю, а что это такое, для чего? Они говорят, вот сейчас будешь ловить, а я прям первый день приехал. Они говорят, сейчас будешь каждые полчаса в мороз бегать, лунки тут чистить, все дела. Вот. Ну и да, начал ловить, то примерзает, замерзает, лунку ходишь, чистишь, то ветерок дунул, они полетели. Полетели, да. Вот, то, оказывается, там катушки надо, подтягивать, потому что они стопорятся. Да, есть Бывает такое. вот этот стопорок там снизу такой, чуть его задел и все, она бьет живца и... Надо флажочек, да, гнуть, получается, да? Флажки, да, вот эти буксуют. Ну, в общем, вот эти все нюансы, все, кто на них ловит, знают. Да. Вот. То бишь живца большого насаживаешь, понимаешь, он дает сработку. Сработку, да. да. Надо подгибать. Маленький живец нормально, в Ну, общем. короче, одно мучение. Одно мучение, да. Да, мучение. Ну и в конце, что тебе И так? в итоге еще вот друг сейчас, там он остался у нас в Луховицах, Виталик, он говорит, слушай, я вот, если ты что-нибудь придумал, я бы, типа, у тебя бы взял бы жерлица, давай, типа, соображаешь, вот. И показал мне приблизительные фотки, потому что это, ну, не новое. Все видели, что есть там из Да. полипропилена делают, Да. вот. Посмотрел, думаю, ну, надо попробовать. И вот начал потихонечку экспериментировать. Наверное, с весны до первого льда я все ковырял с ними, потихоньку сидел. И в итоге сделал первые. Тогда еще помню, мы сделали на обычной фанере, без всяких этих вставок, ну, накладки. А, просто вставляется, да. Просто вставлялась там резинка. Фанеру это мы там красили с ним, 2 банки краски убили на 10 кружков. Потом эти клея тоже тюбика 3, что ли, перевели. Вот. Ну, сделали, попробовали. Тут клепки у нас были, еще отражайка висела на краях. И вот этого еще не было. Вот. А это я уже потом начал додумывать. Как ты придумаешь, В конце вот эта модель вот твоя, да, Барракуда, да? У тебя сейчас в основном она такая вот. Да. Барракуда, вот, ребят, видите? Ты, в принципе, название-то любое можешь сделать, да? Тебе сложности-то никакой нету. Ну, нет, мы можем дополнительно добавить сюда, а свое оставляем. А, это оставляем, да? Это, да. То бишь, Барракуда, как бы, это основной бренд, да? Да. Ну, типа бренд. Я понял тебя, понял. И сколько времени вот это вот всего, вот сколько времени ты потратил? Ну, разработка, попытка там, ну, ты же все равно... Вот уже до этого, но каждый раз потихоньку что-то новое переделываем, там, дорабатываем. Вот до сих пор дорабатываете, да? До сих пор дорабатываем, не останавливаемся. Это То есть понятно. есть еще нюансы. Вот вы нам тогда выдали замечание, Да. то, что примерзал, Да, да, был да. такой момент. Вот Сейчас Паша сказал, что поменяли. ее переделали, да, сделали здесь конус, резьбу чуть и ну, угол поменяли и сделали ее гладкой. Вот. То есть на тех, ну, сейчас скажу, что те плохо. Нет, те тоже работают, все нормально, просто это, если уж в воду попадает, то всякое может быть. А тут сейчас у нас получается на конусе, и вот этой опорной площадки здесь нету. Если когда она примерзает, ты ее можешь Раскачать немножко, качнуть, да? Да. Там у нас площадка мешает. Там здорово она прилегает, все защелкивается, но мешает вот эту площадку раскачать. Тут ты можешь раскачать, лед сорвать, не боясь, кстати, что сломаешь. Да. И все, открутить. И она не провалится, потому что тут конус. Вот. Я Видишь? понял. Угу. И Ну, видишь, некоторые сейчас спрашивают, типа, у кого-то приходит вот так торчит, у кого-то так. На мороз выйдите, почувствуйте. Тут не важно, не обязательно, чтобы она за подлицо была. Это как бы запасом сделано. Ну, конечно, На конечно. затяжку.
Вот, просто Чуть-чуть, да. слегка, да. Слегка отдал и все. Ну, Она же стоит уже все, да. Мгм. Я понял, Миш. Ну вот так в целом, как бы, давай маленько пожалиться, пойдем. Расскажешь. Давай с основания, что. ты про сроки спрашивал сначала, Сроки, да, По- сроки. по срокам. Сколько? Мы можем, вот с ним сидели, делали 200 штук в месяц мы можем сделать. 200 штук в месяц. 200 штук в месяц, потому что есть основная работа, это как бы хобби, можно сказать, увлечение, это не заработок никакой. Просто так получилось, что людям нравится. Ну и да, ну- тебе нравится, когда людям нравится, когда тебе... Ну слушай, 200 штук Вот. в месяц, но это же опять же как бы время, это же мало ли там заболел, что-то еще куда-то уехать Да, надо, понимаешь? Да. На рыбалку, Такие- на ту же- на ту же- такие нюансы. На ту же да, рыбалку ты к нам приехал, ты сейчас их не делаешь, правильно? Нет, не делаю. Ну вот видишь. Поэтому вот перед рыбалкой мы вообще нон-стопом сидели, там по 3 часа спали. Идешь на основную, с основной вечером на дом делаете. Я понял. Ну в дальнейшем, я думаю, если так дело пойдет, то ну, мне кажется, что-то там. Ну есть у нас планы. Есть там, планы, да, да. моменты. Вообще мысли, планы людям сделать доступно. Кому нравится, доступно по цене было. Потому что сейчас цена, мы сами понимаем, что 1000 рублей за штуку, ну, не каждый может позволить, а хочется. А Ну, хочется, да. хочется. Ну и дешевле мы не можем сделать просто. Мы же не можем бросить семью, делать их, чтобы кому-то подешевле продать. Так, понял, Мишань, понял. Давай начнем пожалиться Да, с основания. С основания. Это чашка, ребят. Чашка Это ты тогда первый раз, когда с Пашкой смотрел, вы 200 сказали миллиметров. 180? Предлагаю- Нет, 220. 220 даже. 220, да. То бишь на шнек 200 можно поставить даже, да? Да. Она То бишь- ровно 220, ламинированная фанера, шестерка 220. толщиной Угу. и изолон пятерка толщиной. То бишь, ну, северные регионы, которые ловят крупную щуку, спокойно, да, считай, получается. Шнек 180 обычно, Да. уже лещников, ну, на северяне, я имею в виду, они же ловят там 7, 8, 9, 10, то спокойно закроют. Да, перекроет ее. Присыпалось все. Слушай, таскал, сушил, ну, вообще она никак не сбухает, ничего, у меня есть коцаные, ничего вообще нету. Это ламинированный фанер. Ну, есть нюансы. Ребята вот присылали тоже уже, кто приобрел. Вот это вот у нас сколько сейчас мы сейчас сушить будем? 3 дня мы здесь, да, находимся. Она вот в воде была. Вот в некоторых местах такие рифления. Ну, типа сбухания, да, такие? Да, но это не сбухание, это вот этот поверхностный слой, ламинация, она же тоненькая, под нее чуть-чуть попадает. Она сейчас просохнет и расправится, то есть это ничего страшного. Но я до этого у себя там на канале видео мы снимали, я говорил, получили, если знаете, что идете вот в такие условия, ну, не поленитесь, просто силикон. Ну, все равно дерево есть дерево. Ну, Ты понятно. никуда от нее не денешься. Силиконом брызнул и все, и точно вода не пройдет. Да, И не, так не страшно, если проходит, вон они по несколько лет. понятно. Это свежие, конечно. а Ну, вон здесь это здесь старые. утеплитель, Это изолон. изолон утеплитель. Да, это плотный, причем изолон. Ну я, слушай, знаешь, скажу, чашка тяжелая очень, не железо стоит, вот именно сейчас в наше время, вот видишь, у нас все Ну да, улетает, там будет видос. пластик весь летит, эта железо стоит, потому что чашка реальная, она еще и села. Она увесистая. Да, и водичка, она бульк, прилипла прям так. 310 грамм общий вес жерлицы. 310 Кто спрашивал, грамм? Да, я до этого не заморачивался, А, да? делаю и делаю. 310 а потом раз грамм? человек спрашивает, блин, а сколько она весит, там мне вот с собой в поход брать. Там. Вот. Я взвесил 310 ровно грамм. Ну это Одна без штука. лески, без грузила? Без грузил, да. Ну вот, я сейчас Пустая. грузил. Ну, Плюс хорошо. грузила десятка. Да. среднем. Так, все понятно. Это вот чисто площадка. Здесь вот этот вот пластик, он утоплен здесь, не на всю, он частично здесь. И там есть у нас фиксаторы такие от проворота. То есть можешь не бояться, что ты ее оторвешь. Я рыбачил, Мишаня, у меня переехали пацаны желятся на снегоходе. То бишь они наехали прям капитально. Все, основание здесь нормально, здесь поломалась лопасть и ломануло вот здесь, получается. Вся чашка осталась жива. То бишь, ну, это очень крепко ты делаешь. Креп. Мы как Она бы просто все поломалась, да, вот и ты сейчас в эту рыбалку мне привез вот эти моменты, я сейчас приеду, вклею там и... Да, заменить. И катушки, кстати, очень крепкие, вот эти сталкер. Мы тоже выбирали долго, ну, примерялись. Их и ломал, и давил, и рвал. Прикольно держит. Ладно, давай, поехали дальше. Так, что у нас дальше? Так, по ней все. Все понятно, да. Да. Ну, то бишь,
Ребят, здесь давайте обсудим все вот эти мелочи, которые вот эта пластмасска, вот сейчас летит, она тяжелая, в общем, и, ну, как минимум, она немножко греет, соответственно, то бишь, ну, лунка меньше промерзает, то бишь, ну, многие сейчас уже начали сами, говоришь, наклеивать. Вот мешание делают, да, вот, смотрите, ребят, ну, я не знаю, сколько в воде стояло, что-то зазубрится, ничего не зазубрилось вообще. Клеит, конечно. Не, мы прокрашиваем, мы торцы обрабатываем, там показывать не хочу, это я у себя в группе выкидывал, что за да? пятачки, да, такие, задавал вопрос. Это вот оснастки, чтобы их красить, мы их собираем в кучу. Мы, то есть, шлифуем, и вот эту вот часть торца, что внутри, что снаружи, в 3 слоя покрываем прям. Вот слой покрыли, 4 часа отождали. Еще покрыли. То есть тут очень прочный слой. Все торцы заделаны, запечатаны. Я понял. Но все равно бывает вот водичка. Ну конечно. Где-то точечка, царапка. Так, Мишань, ну что, идем дальше, пожалуйста. Да. Так, что у нас? Стоечка, вот по стоечке. По стоечке, да, это было очень интересно, но это один момент такой, который леска проходит в центре. Все правильно? Да. Она сюда Чтобы уходит. заходила. Да. Это большой момент, ребята, когда, ну, у меня было замечено, когда у вас идет здесь леска, а бывает примерзает к краю, а лунка мерзнет, как правило, к краю мерзнет. За нее цепляешься еще, да, она поджимается к лунке, там примерзает. Да. Снегом начал припорашивать ее, сбил. Здесь у нас идет леска в центре, она проходит внутри, в центре чашки, вот наша лунка, и то бишь у нас леска идет здесь, никак не в край она не упирается. Это большой момент, потому что лунка начинает вмерзать с краю, и, соответственно, она быстрее замерзнет. Сработка, не сработка, в ночь оставить, что такое, да. Мешание, получается, идет внутри. Но это, в принципе, ничем не удивить. Да, ничего такого, ну, да. Рабочий момент, да, рабочий момент. Очень мне понравились катушки, вот твои, вот именно такой, что вот ты туда поставил магниты. С магнитами тоже чисто случайно, нарвался, ну, подсмотрел на мультипликатор. Вон у меня эти лежат, то, что мы на вибы ходим, трясем. Там стоят магниты в них и шпуля из алюмишки. Вот. Ты ушел... Я потом физику вспомнил, говорю, да, есть такая тема, правда, как они работают. Вот, и попробовал здесь, как раз тоже катушка под это подходит. Ты ушел от того момента, что когда берет поклевка, вот это, знаешь, куча вот этого лески всего здесь, да? Это может потом скину, не знаю. У меня есть эксперименты, наглядные. Я показывал, как она вращается без магнитов, прям 2 одинаковых, и как с магнитом она тормозится. Даже наоборот там перекидывал. То бишь, ребят, для понимания, кто же личники знает, а кто вот не понимает, когда берет щука, она хватает резкий взмах, и у нас катушка начинает вращаться просто до безобразия очень. Да. И здесь вот такая куча лески. Здесь мешание вот именно... У меня цель была сделать, вот, чтобы и не регулировать каждый. И не регулировать, потому что первые мы делали без магнитов. Ну да, у меня саморезы вот эти, знаешь, там. Мы подкладывали туда войлочную шайбочку, гаечкой регулировали, вывешивали грузик на каждую, чтобы она плавно... А я сейчас просто наживлен здесь, прикручен на клей, все одинаково, они вращаются. По катушкам вообще круто работает, мешание, я тебе говорю, вообще. И сброс, понял, леску, джик-джик-джик-джик-джик, размотала, чик, все четко вообще. И эта тема, как уже это потом выяснилось уже с опытом, вот когда наблюдали за ними, ловили на них, вот это в трубку заходит она здесь, отверстие под углом и диаметром 6 здесь. Она даже если вдруг тут получается, она все равно леска тут нигде не перепутывается. Нет, вот, Миша, смотри, даже вот так. Не дай бог. Если даже сюда заходит, она все равно работает. Да, она все равно тянет. Она все равно тянет. Она, ребят, смотрите, она все равно тянет. Тут ей цепляться вообще не за что. Вот за эти вещи не цепляться, потому что ручки сбрасывают, не дают. Тут как ее не напутай, она все равно уходит. Она идет. Вот это да, вот это здорово вообще. Но это не задумка была, что так это мы делали, это уже само выяснилось потом, когда вот начали первый год ловить.
на них. Так, ну, у многих отдельно флажки, это понятно, в принципе, у всех отдельно флажки. Флажочек у нас внутри. Флаг здесь, да, внутри, термоусадки, чтобы не ржавел, не лип. К рукам. Приятно было, К рукам. тактильно, да. Да. С флагами тоже мороки очень много. Вот это вот его так приклеить, прокатать, потом прошивать. У заводских, поверь, у всех отваливается сразу моментально. Не, здесь не отвалится. Я же Здесь личненько уже, ну, давно уже, и сразу говорю, ребята, если покупаете, просто берите дома и приклеивайте, почему-то дорабатывать нужно. Здесь, конечно, ребят, я не знаю, ну тут смерть вообще, смерть. Причем хороший размер флага, очень далеко видно. Отражаечка стоит. Получается он 8 на 9. 8 на 9, да? Ну. Очень мощно видно, вообще далеко. Вот эту сделали, раньше у нас здесь была, с краю тяжеловато было. Сейчас ее сюда вовнутрь перенесли. Ну, не сейчас, а уже второй год. Вот Получается, светоотражающий у тебя на флаге стоит и здесь стоит, да? и здесь, да. Это вот, чтобы это ночью смотреть именно с работки их видно было. когда две точки Вот. светятся. И вообще, знаешь, Это как классно, задумка была знаешь, как такая. классно видно, когда вот ты заряжаешь жерлицу, да, вот, Мгм. получается, Он один. поставится. Ну, то бишь, фонариком, ребят, подсвечиваешь, у тебя большой такой луч, ну, как бы вот, потому что светится вот это и вот это. Когда жерлица срабатывает, видно, что здесь огонек и здесь огонек, то бишь два огонька. Значит, жерлица сработана. Видно просто труба. Вот это прям была. Это ну, круто, задумка круто специально вообще, была. это круто Что вообще. сюда вот поставить. Сначала на флагах были, просто вон, если старые посмотреть, там он лежал. О, у тебя даже здесь, смотрю, да? Ну, Тоже. это мы загравировали себе, чтобы Офигеть, сейчас здесь не офигеть, перепутаться. офигеть. Ребят, смотрите, здесь, короче, ну, Ну, когда светит, гравировка, да. фонариком Не будет видно. Вот, Мишань, скажи еще по поводу вот этого, ну, я так называл, крабика. Мама, папа. Ребят, флажок фиксируется непросто вообще. Ну, вот, чтобы Как вот эти правило. вот ложные убрать с работки, он вот в пазах встает. Вот так вот. Раз. Вот он. Видишь, он даже, если подбивает, он все равно возвращает. Вот так. Видишь, он прям- Но у всех же желез получается вот так, правильно? Ну тут буксует она. Буксует? Я, кстати, начал с него, вот с этого вот крабика. А, с этого Я крабика, прям да? вот с него начал, чтобы не подгибать, а сюда. И я пробовал из резины их делать, печать. Все равно на морозе он начинает буксовать. И уже потом, отталкиваясь вот от этого вот гребешка, я дошел вот до сюда. Что вот сюда вот сделал. Ну вот это Как вообще иногда. прям, нет, слушай, я не знаю, я вот это такое решение первый раз увидел, и я думаю, ну это прям реально, это просто бомба. Ну прикольно. Она рабочая 100%, прям Я- вообще. Приезжаю на водоем, ну то бишь у меня жерлицы стояли в ночь, 10-15 же, неважно. Вот, флажков нету. Я просто понимаю, что надо пройти, и просто идешь, у тебя вымотка полностью, флажок у тебя Да, стоит. да, он Я стоит. же стою, у меня там рыба. Мгм. Здесь такого Это не будет. 100% Да, работает. это круто. И им можно натяжку регулировать еще. По флажку, да, по флажку, да. Опа, отпустил, да, Вот получается? смотри, вон, видишь, одно усилие. Ты его, сейчас рисунок, ты его опускаешь туда ниже, ее видно прям усилие, она натягивается. Все, там уже, да? Там уже все. Его можно прям натянуть. Ну, То тут бишь, я не знаю, ну- какого живца надо вешать. Ну, прям повесил там грамм 200 плотву на севере, да, допустим, в Якутии. Не, и у нас такой вот в Подмосковье вешают такой, ребят. Ну, он прям жестко. Все, то бишь, Раз да. подогнул, Раз чтоб подогнул, туда он не да, упал, да, да. не упал, вот все, он зафиксирован. И ставь, пожалуйста. Жесткий. Класс. Там катушечка у нас со стопором, да, получается, да? С Здесь трещоточкой. стопор, да. Да, точно. стопор. Я Вообще, это на льду, не знаю, вот видишь, сколько мотали сейчас, мы их баловались, вон, намотать и она нигде не вообще, вообще. И это самое, стопор, удобный стопор, когда поставил, я вот как делаю, я поставил, груз туда повесил, отмерился и все. Я его, Ну, чтоб лишнее, да, там. ты ну, уже- чтобы не сбить его, Да, все, да, я ее не в сбить. сторону отвел, груз повесил, груз снял, живца повесил, уже у меня глубина настроена. Я его опустил, флаг взвел, стопор снял. Ну, только И не, пошел. только не забыть, да? Да, только не забыть. Да. Но я почему не забываю, у меня привычку для себя выработал. Я ее еще вот так оп, в конце, Ну, прям для себя ну да, 100%. да, Раз да. вот туда-сюда ее погонял, все нормально, пошел Вообще. дальше. Ну, вообще. Ну, не знаю, ребят, я Жестко.
Уже говорю, А флаг вам потом раз, если надо, поправил. Да. Дальше уже. Не знаю, что еще. Краб мы этого показали, ты спросил про него. Смотри, засыпать можно просто, ну, прям вообще кучу снега, ребята. Вот реально, я бывает на 2-3 дня оставляю. Вот реально. Нет, совсем Ну, не тонаровские, вот, они сами по себе вот такие железы засыпаешь. А здесь можно прям реально хорошо. Ну, мы такие шапки Да, насыпали, да, когда да. в том году снег был. И этот, главный вот, кто начинает только, ловить на жерлиц, там, за правило взяли, вот не разметать шугу, это там не чистить до головы льда. Просверлился и сразу знаешь, да, вот он ее взял, Да. она как это, эпоха, прибил ей и все. И потом еще насыпали. Да. Блин, ну круто, Мишаня, на самом деле очень хороший у тебя вариант вообще. Я считаю, что И клёв. один из самых, наверное, таких прям. Ну Для себя. ты дошел прям до того уровня, что вот реально вот все вот эти проблемы жилищные по жерлицам, неважно, там я не буду сейчас перечислять, конечно, марки, ты прям сделал, ну, универсал, прям, я говорю, Мерседес. Ну, для ребят. себя. Да. Делал для себя. А тут, видишь, как получилось, вообще никто даже не планировал там, что для кого-то делать. Чисто себе делал. И тут Мишаня, вот я успех. понимаю, что ты будешь их дорабатывать, и какие у тебя моменты, какие-то, что ты еще хочешь будешь что-то думать? Для каких-то регионов, возможно, там. Есть моменты по доработке. Я хочу сделать еще корпус сочленяемый. То бишь он будет вытягиваться? Чтобы можно, люди просят, там бывает кому и 400 миллиметров нужно длинней. Ничего Там себе. реально просят. То бишь вытянул, да? Да, нет, не вытянул, а ее развел. хопа, сюда развел? вставку, чик, защелкнул. То бишь она тоже комбинирована будет, да? Да. Хочешь так, хочешь добавил, да? Да. Нифига Ну, себе. есть такие задумки, как бы. И вот эту часть хочу поддоработать на магниты сделать, вот именно, чтобы она ходила, не подгибал никто, ничего. И были случаи, вот у тебя был случай, когда подмерзал, Да, здесь да, вода да, попадала. Вот. Но это тоже, опять, рекомендация, кто идет в такую погоду, знает, вот, что может быть сначала сейчас тепло пролить, а потом дождь. Один раз достаточно сюда пшикнуть. На весь сезон хватит. Вот, хочу вот этот момент чуть доработать. Ну и все-таки остается момент со световой индикацией. Пока нет вариантов у нас. В этом сезоне Если- будешь еще продавать жерлицы? В этом уже нет. Не сможешь, В этом да? уже не сможем. Летом сможешь продавать жерлицы? Летом, да. Сможешь? Нет, мы берем заказы с братом уже на следующий На сезон. следующий сезон, да? И этот сезон уже все. Остался февраль-март, нам 2 месяца отдать людям, кто заказал. Цена будет валироваться еще? Выше нет. Ну и ниже. Пока нет, да? Нет, вот она зафиксирована такая, хоть и материалы все равно растут. Да выше ее куда делать? Ну подожди, ну вот, материалы тоже дорожают. Ты же Материал понимаешь. дорожает, ну, блин. Ну, уже Пока. это Пока. людям не по карману. Уже выше. Так 1000 рублей получается. 1000 рублей Ну, жерлица. дешевле вообще не вариант. А, Это тогда просто не делать. Ты можешь продать 2-3 жерлицы. От 5. От 5, да? Мгм. От 5. Потому что, чтобы не дробить там и материалы, и все, мы партию делаем. Угу. Вот, какие-то будут у тебя комплекты, ну, я имею в виду, допустим, собранные, там, что-то еще, такое не думаешь пока? Ну, именно комплект, знаешь, там, готовых желез. Вот многие просят, Андрюха, свяжи, говорит, мне донки продай. Я говорю, ну как это, под себя же надо построить? Ты имеешь в виду по оснащению? Да, по оснащению. Не, пробовали оснащать, это еще времени отнимает очень много. И опять у людей спрашиваешь, а условия Ну какие да, там? да. Каждый под условия. Конечно, конечно. Вот Я так считаю, под что себя это вообще делать. даже, да, это Не вариант. не вариант, конечно. Вот. Вот. Поэтому проще самому все это сделать. Сумки. Без сумок у тебя железо, кстати. Без суммы. Тоже смотрели, если самим делать, где-то заказывать, дорогие суммы получаются. Мгм, Дорогие. Проще вот, как мы скидывали ссылки, Да, вот да. такие готовые уже Есть покупать. сумки, ребята, да, и Нормально они всё, четко влезут, четко влазят, Да. кстати, вообще очень удобно. Ну, сейчас в основном вот по статистике 10, по 10 заказывают прям. Это, Ну, 10 комплект, да, я да, считаю, 10 да. комплектов по Да. старинке, не Да, как по ну, новому. по старинке, да.
10, и сумки вот эти подходят под них. Можем, конечно, поискать, были такие мысли, поискать эти же сумки, чтобы подешевле. То есть именно по себестоимости комплектных жерлицам отдавать, не как вот магазин накручивать. Не, допустим, я имею в виду найти просто людей, которые занимаются шитьем, и сумки у них заказывать с логотипом. Дорого, да? Дорого. Дорого, партии не те. Если была бы там партия там 1005 сумма, то нормально выходило бы. А так сумма дорогая будет. Они штампуют. Спасибо, Миш, вообще круто все. Так что нет. Все наглядно объяснил, ребят. Я думаю, вопрос исчерпан. Все, уже никто ничего не будет. Да, вроде ничего не забыли, да? Да. Кто задавали вопрос. Ребят, ну Мишаня сказал, в этом сезоне уже никак. Заказывайте жерлицы, реально крутые. Ссылочку оставим. Телеграм-канал Михаил. Да, у нас канал был, но на группу перешли поудобнее. Поудобнее, Там, да? Ну, по темам разбил. Не то, что поудобнее, а чтобы люди там тоже общались, смотрели это. Потому что бывает теряются то, что которые. Ну, в общем, как-то так, ребят, заказывайте, пацаны сделают, что. Ну, мы еще рыбачим, конечно, а так на будущее заказывайте очень крутые жерлицы, и мне очень понравились, реально, и кайф, удобно, прикольно, С с душой, да, прям реально, очень классно. Здорово, когда своими руками, и люди оценивают вот отзывы и приходят Молодец, от Мишаня. людей. Здорово, приятно. Ну, как-то так, в общем, ребятки. Так Да. что, давайте, пишите Мише, ответит, я думаю, всем. Ссылку оставлю, заказывайте. Я считаю, что, ну, дорого, но работать, рабочая тема и... Ну, кто жилищник, кто, ну, кому по кайфу, что я считаю так. Ну, да, кто занимается. Тут кто занимается, конечно, да. Кому-то может так, тоже такой шок какой-то. Вчера вот достали вибы, там 2-3 тысячи вип стоит. Ну, да, у нас коробка, да, посмотри, там да, одна да. коробка. Ну, тут каждому свое, в общем. Кто зажарится, ребят, я считаю, ну, нужно приобрести, попробовать, кайфануть. Многие уже пацаны взяли и довольны. Я считаю так, что... Спасибо, Мишань. Да. Тебе спасибо за приглашение, Конечно, да. за тесты. Все. Да, всё. Будем Всем рыбачить, пока. ребят. Всем пока. Да. Пишите, задавайте вопросы. Да, только так. Вот, ребят, как-то так. Вот такие дела. Мишаня не с пустыми руками, да, брат? Да, не с пустыми, ты с братом, брат сейчас в доме пошел. Короче, наш коломенский сомелье выбирал напиток. Что, серьезно? Да, хороший. Попробуешь. Супруги подсластишь. Это она, ты, наверное, не в курсе, они в курсе, девчонки там смотрят, дубайский шоколад. Это Серьезно? прям именно оттуда. Да ты Прям че, вот я серьезно? летал, да, привез. Это У реально меня оттуда. дочка будет вообще в Да, шоке. да, да, да. Вот видишь, даже еще их ценник. Где Дубайский шоколад. Да ладно. Прям настоящий, прям Серьезно? именно оттуда. Ну, прям вот. Офигеть, понял. Я сейчас, короче, в деревне могу показать, понял. Дубайский шоколад, ребята. Сейчас там все рилсы, короче, там. Ну, мне не зашел как мужику, им зашел. А это мои девчонки, младшая дочка, она ровесница твоей, ходила, выбирала косметичку и там со всякими этими дочками побалуешь. Ну там она свои темы тоже знает, ты это не знаешь. Они разбираются. Спасибо, брат. Большое всем. Давай, тебе спасибо От души, брат. за приглашение. Спасибо. Паша, он в стороне. Братулец, ты что, где ты там? Братулец. Дубайский шоколад. Братулец, мой брат. Это от Михаила и от Ивана. Спасибо, братуха. Вообще, от души очень приятно.